казахстанскому лицею-интернату для одаренных юношей 10 лет. 1992 год. Казахстан с официальным визитом посещает 8-й президент Турции Тургут Озал. Вскоре после визита в города Алматы, Куршишал, Туркестан открывается первый казахско-турецкий лицей. За последние 12 лет это количество возросло, и в настоящий момент в нашей стране по договору работают 28 лицеев. Казахско-турецкий лицей станет своеобразным мостом между двумя братскими странами. Лицей взял на себя ответственность воспитать новое поколение, которое будет идти в ногу со временем по пути развития родного государства, притворяя в жизнь стратегию президента Республики Казахстан 2030. Казахско-турецкий лицей – это учебное заведение, ориентированное на международные образовательные стандарты. Особенность в том, что преподавание ведется на 4 языках – казахском, русском, турецком и английском. Преподавание казахского языка для учащихся, поступивших из русских школ, осуществляется по учебникам, разработанным по оксфордской методике. С первых дней лицей вызывает большой интерес у представителей высших органов власти. Так, в 2001 году казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных юношей города Астаны посетили президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, известный писатель и политик Абиш Кекилбаев, которые выразили свою благодарность руководству и работникам за великолепно сплошенную и продуктивную работу. В книге отзывов они оставили свои впечатления, теплые пожелания и предложения о дополнительном открытии подобных заведений на территории Казахстана и непосредственно города Астаны. 1994 год. В городе Акмола открывается казахско-турецкий лицей, который за 10-летний срок уже произвел 7 выпусков учащихся. На данный момент в столичном лицее учится свыше 300 учеников. В педагогический коллектив входит 39 специалистов, среди которых 18 учителя из Турции. В лицее принимаются учащиеся, окончившие 6 класс общеобразовательной школы по результатам приемных экзаменов. Первый год обучения подготовительный языковой, в течение которого дети обучаются турецкому, английскому языкам, основам терминологии. В дальнейшем обучение ведется на 4 языках. Естественные науки, такие как математика, химия, физика, биология, ведутся на английском языке. Всемирная география, история на турецком, история Казахстана, география и правоведение на казахском языках. Воспитательной работой своей главной задачей мы считаем умение пробудить в детях чувство долга перед государством, любовь и признательность к нему. В лицее имеются разнообразные кружки и секции, действует добровольный оркестр, в котором задействовано 105 учеников. В лицее работают спортивные секции волейбола, тайквондо, айкидо, кикбоксинга, футбола и баскетбола. Один из факторов, влияющих на качественное образование в лицее, является уютное общежитие. Учащимся 7-8 классов, а также ученикам, живущим за пределами города, предоставлены места в интернате. Интернетная система помогает ученикам усовершенствовать в общении языковых способностей и создает благоприятные условия для налаживания дружеских отношений и учащих самостоятельности. По вечерам организовываются мероприятия с целью расширения духовного кругозора ребят. Среди детей проводятся интеллектуальные игры. Особое значение имеет вечерняя подготовка ребят на урок этюд. Этюд помогает ученикам работать самостоятельно и с помощью воспитателей. С особым волнением дети готовятся к весеннему празднику Навруз. Родители накрывают стол и с традиционным гостеприимством встречают гостей. Ученики прекрасно проводят время и на свежем воздухе, приезжая на пикник и в летние лагеря. Компьютерный класс лицея оснащен предметами высших технологий и имеет доступ к интернету. Ежегодно лицей проводят олимпиады по научным наукам среди учащихся школ Астаны. Такие олимпиады служат формированию репетиции перед предстоящими олимпиадами, как для учащихся лицея, так и для учащихся школ города. Традиционными стали выставки знаний, где ученики демонстрируют последние достижения науки и техники в внедрении их в учебной программы. Выставка обычно длится 3 дня и посещают учащиеся школ города и их родителей. В прошлом году выставку посетило около 15 000 человек. Ежегодно ученики лицея становятся призерами городских и республиканских олимпиад, а также конкурсов научных проектов. За последний учебный год в городской олимпиаде участвовало 34 ученика, из них первое место завоевали 8 учащихся, второе место 14, третье место 12 учеников. В каталоге лицея республиканской олимпиады за прошлый год 4 передовых места. Выпускники лицея обучаются в университетах Казахстана, высших учебных заведениях России, Великобритании, Турции и США. Казахско-турецкий лицей-интернат для одаренных юношей – это не мечта, а реальность. Лицей открывает перед вами двери для получения современного образования и воспитания на высших уровнях.
жерге шықпай тұрғанда Алматыдан бір телефон çaldı. Международный олимпиада, проектный олимпиада IMP'den bir balamız, Tarkan деген balamız birinci orun alıp altın medal aldı. Biz bitirip жатқан балалар ойлайық лицейде оқып жүргенде лицейдің намысын арқылады. Түрлі олимпиадаларда, түрлі қаладағы шараларға қатысып лицейдің атын көтерді. Ben bitirip жатқан балаларымызға бұдан кейінгі өмірлерінде табыс тілеймін, лицейді ұмытпасындар. Қай мемлекетте жүрсе де, қай елде жүрсе де, Қазақстан деп, отан деп жүректері соға берсін. Көп рахмет. Біріншіден сіздері осы соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Bitirген тілектерімізге 11-ші кластарға жолдарыңыз ашық болсын деймін. Осы жерден диплом алғаннан кейін, сертификат алғаннан кейін, бірнеше жылдан кейін сіздерге енді университеттен де сондай диплом алып шықсыңыздар деп тілеймін. Мен сіздерге біздің олимпиада жеткіздіктеріміз туралы айта алмаймын. Біз әлі жаспыз. Бірақ алдымызда әлі көп жылдар бар. Біздер де менің айтқан сияқты алтын медальдары Астанаға келеміз деп сіздерге сөз береміз. Ұлан дала, ұлан қайын сарарқа, өнерімнің анасы тек сен ғана, кеңдігімді перзенттерің мұр еткен, сөйтеді ғой сүйе білер ел ғана. Дарынды ел балаларға арналған Қазақ түрік лицей интернатының ұлт аспаптар оркестрі, жетекшісі Ақшагүл Мұқанқызы, Құрманғазы, Сарыарқа.